Зная экстерьер телок, я могу спрогнозировать, насколько она будет эффективна. А сейчас я пытаюсь применить математику к биологическим объектам. Корова испытывает стресс, отсюда и удои падают. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Ирина, и я ученый. Я увлеклась математикой еще со школы. Мне, наверное, в старших классах, класс 10-11, очень нравилась математика. Я поняла, что я хочу ее узнать настолько, чтобы можно было применять в каких-то сферах деятельности. Мои исследования заключаются в том, что я изучаю экстерьер крупного рогатого скота, в частности коров. Это необходимо для того, чтобы по экстерьерным особенностям животных можно было бы спрогнозировать их молочную продуктивность и качество молока. Какого параметра у него вымя, высота в холке, например, длина туловища. Это все связано с удоем, но именно в комплексе. У нас сейчас старый способ – это контактный способ, то есть берете мерную ленту, подходите и начинаете измерять. Да? Но поскольку корова испытывает стресс, отсюда и удои падают, нюансов много, работа большая, очень трудоемкая. И сейчас у нас стоит задача получить эти экстерьерные особенности также по фотографиям, но с помощью нейронной сети. То есть она обрабатывает эти фотографии и уже выдает вот эти все параметры коровы. С помощью данной программы мы можем наложить сетку изображения объектов в пространстве, фиксируя данную сетку, убираем черные дыры, получая изображение в цвете, и в реальном времени можем получить, например, высота в холке. Данный промер составляет 128 сантиметров. Я бы очень хотела дойти до конца нашего проекта, действительно разработать эту нейронную сеть так, чтобы с наибольшей точностью она нам выдавала эти результаты, потому что на самом деле в дальнейшем можно привлекать все больше и больше аспирантов. Поле для деятельности, для их дальнейших кандидатских диссертаций, оно огромное.